Недавно в Карабулаке заработало новое предприятие. Завод по производству сухих строительных смесей для региона. Это не только продукция по доступной цене. Для местных жителей это в первую очередь возможность трудоустроиться. Здесь создадут больше 50 рабочих мест. И, кстати, в штат уже набрано около 30 сотрудников. Проект инвестиционный. В предприятие вложено 67 миллионов рублей. Это третий завод, запускаемый компанией «ТИМ» в стране. Два других открыты в Краснодаре и Ростове-на-Дону. Основные виды продукции, которые будут выпускаться на этом заводе, это штукатурки, клея, это клея для плиток, для керамогранита, клея для теплоизоляции, шпаклевки, полы, наливные, стяжки. Пока здесь планируют выпускать сухие строительные смеси на цементной основе, но в планах наладится и производство на гипсовой. Первая партия продукции завода на региональном рынке появится уже в ближайшее время. На начальном этапе предприятие планирует выпускать до 6 тысяч тонн готовой продукции в год. А при запуске на полную мощность эту цифру планирует довести до 9 тысяч. Новое предприятие для Карабулака – это не только дополнительные поступления в местный бюджет, а еще и новый старт в промышленном производстве. 6 тысяч тонн продукции в год. Такую цель ставят перед собой аграрии будущего агрохолдинга «Сунжа». Реализацию самого крупного тепличного хозяйства в республике площадью 10 гектаров осуществляют в 2 этапа. Строительством объекта занимается турецкая фирма в сотрудничестве с рядом европейских компаний. Технология выращивания тоже со своей изюминкой. Настраивается система капельного орошения. Вода будет поступать из собственного водохранилища. Здесь создадут 120 постоянных и сезонных 170 рабочих мест. Выращивать планируют томаты, огурцы, баклажаны и зелень. Здесь применяется не одна, а несколько технологий, которые являются для региона уникальными. Ну, во-первых, у нас будет специальный субстрат питательный, на котором будут высаживаться растения. Это первое. Второе, исходя из особенностей производства овощей современного, тут предусмотрена система насыщения углекислым газом атмосферы внутри теплицы. Не зря у всех на слуху в регионе и сад-гигант Ингушетия. Здесь заложены сады интенсивного типа на площади более 500 гектаров. А до конца 2019 года планируется довести до 1000. В прошлом году урожай составил больше 9 тысяч тонн плодов. На предприятии открыта первая очередь оптово-распределительного центра с единовременной емкостью хранения плодов 36 тысяч тонн. Помимо прочего, на объекте запущена первая линия по товарной обработке с производительностью более 20 тонн в час. За последние 2 года, полностью обеспечив себя яблоками, Ингушетия переключилась на экспорт. Фрукты, выращенные на ингушской земле, поставляются по всей России. Наши яблоки покупают от Уссурийска до Чукотки, до Калининграда. Но, конечно, основная масса покупают Петербург, Москва, большие крупные города Российской Федерации. Еще один инвестиционный проект предусматривает производство чисто халяльной мясной продукции. В ассортименте полуфабрикаты, колбасные изделия и копчения. Комплекс по глубокой переработке мяса и мясной продукции до 10 тысяч тонн в год. Эко-муслим-продукт построен в селении Икашево. Весь товар, будь то мясо или субпродукты, пройдут тщательный лабораторный анализ перед продажей. Современные технологии предприятия позволяют за сутки пропускать до 150 туш. Бычков разводят здесь же, заранее прививая их от всех болезней. Мы проверили на нитрат, содержание нитрат. Нитрат показали почти 0. Там допустимый 200, а показал это 16. 0,16 показали. И все. А так проверяем, на Сибирку проверяем. На туберкулез проверяем. А вот строящийся в Малгобекском районе птицекомплекс «Южный» после запуска сможет производить и перерабатывать более 5000 тонн мяса индейки в год. Объект уже реализуется и позволит обеспечить несколько сотен рабочих мест. Еще один инвестпроект – агрохолдинг «Экопродукт» по выращиванию овощей запущен только в прошлом году в Новом Реданте. Но здесь уже успешно выращивают экологически чистые овощи. На предприятии задействовано 10 теплиц, 2 из которых уже успели дать урожай в 400 тонн томатов. Никаких химдобавок, только правильно подобранная температура и должный уход. У нас цены, скажем, в 2 раза ниже рыночных.
на сегодняшний день отборные помидоры у нас идут 50-60 рублей. На рынке наши же помидоры, скажем так, перекупщики ставят по 120, по 130 рублей продают. Но у нас есть свой фирменный магазин. В магазине отпускается и в розницу, и оптом. Овощи здесь также консервируют. Агрохолдинг планирует постепенно расширять производство. Здесь будут выращивать лук, кабачки и болгарский перец. Хава Султыгова, Хади Добриева, Ирина Цычоева. Новости 24.